Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Икшара. Сегодня в программе. Состоялось очередное заседание Координационного штаба по энергетической безопасности. Две инициативные группы и одна партия зарегистрированы сегодня ЦИКом Абхазии. Торгово-промышленная палата Абхазии провела традиционную акцию для детей из многодетных и малообеспеченных семей. 31 декабря и 1 января в республике не будет веерных отключений, однако уже после праздников есть вероятность увеличения ограничений в подаче электроэнергии. Состоялось очередное заседание Координационного штаба по энергетической безопасности, где обсуждались актуальные вопросы энергообеспечения и борьбы с майнингом криптовалют. Все подробности в материале Гугуцы Вардания. Благодаря российскому перетоку сегодня график веерных отключений составляет 4 часа в сутки. При этом необходимо продолжать активную работу по борьбе с незаконными подключениями к электросетям, отметил в начале заседания исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба. В то же время важно сокращать потребление электроэнергии, иначе социального перетока в 327 миллионов киловатт-часов хватит только на 1,5-2 месяца. Нам нужно прожить первый квартал 2025 года. Сейчас по результатам данных по потреблению специалисты из Черноморэнерго проводят глубокий анализ. То есть до конца года мы посмотрим, как у нас идет потребление. И в том числе, опираясь на точные метеорологические данные, которые нам будут предоставлены Ингургэсом, мы будем планировать и составлять так называемый энергетический баланс. Скорее всего, уже после наших основных праздников, так скажем, уже в новом году, нам придется увеличить веер. Вот на какое время и точно по какому графику мы будем уже информировать. С 3 декабря было выявлено 510 аппаратов для майнинга криптовалют. 260 машинок поступили на склад Госстандарта. Остальные находятся на складах СГБ, МВД и ГТК. Министерством внутренних дел изъято 274 аппарата и 19 видеокарт. По адресам, конкретно пешие обходы там и все остальное. То есть фактически себя ни в чем не ограничиваем. Если есть какая-либо маломальская информация, мы ее дорабатываем. Работает горячая линия у нас, периодически поступают к нам сообщения. Люди, в конце концов, мы видим, что более активно начали участвовать в этом процессе, за что хотелось бы выразить отдельную благодарность тем людям, которые действительно обращают внимание. Это может быть 1, 2, 3 машинки, но сам факт то, что люди начали в этом активно участие принимать. На заседании было отмечено, что необходимо разработать законодательные изменения, связанные с конфискацией и уничтожением аппаратов для майнинга криптовалют. Орган уничтожающий, вот если мы говорим о тех машинках, которые изъяты Госстандартом, это служба судебных исполнителей. Они приводят в исполнение решение суда в части конфискации, ну и с последующим уничтожением. Вот Нарсот Амилович, может, более подробно. В постановлениях так и прописано, что из конфискации и уничтожения есть такого? Нет, в том-то и дело, что судебное решение то есть не предусматривает конфискацию. А вот дальше государство должно нормативно, четко разработать процедуру. По законодательству это не важно, какое имущество подлежит уничтожению. Если есть решение и обращение, прежде всего это обращается в пользу государства, а потом государство принимает решение. Но сейчас так, уничтожать, реализовывать, извлекать из этого доходы в государство, ну и так далее. Если в этом случае, мое мнение, здесь нужен особый порядок. Вот. Если государство не будет это продавать там, за пределы нашей страны или еще каким-то иным способом пользоваться, то тогда уничтожать. Надо к этому особый порядок сделать по этому, потому что он должен распространяться на всех. Не может быть так, что конфискованный автотранспорт не подлежит, к примеру, утилизации, а значит, машинки подлежат.
Здесь особый случай должен быть, раз мы об этом говорим. Потребление электроэнергии Абхазии сократилось, рассказал генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджолия. Все это благодаря погодным условиям и борьбе с майнингом криптовалют. Однако существуют опасения, что в связи с перетоком майнеры активизируют свою деятельность. Потому что соблазн большой, стоимость сегодня большая. И заработать лишний рубль навряд ли многие откажутся, так скажем. И потому эту работу, конечно, надо продолжать. Продолжать надо усиленно. Обсудили в штабе по энергетической безопасности закон по ужесточению мер в борьбе с незаконными потреблениями электроэнергии. Согласно документу, предлагается ввести уголовную ответственность за ввоз майнинговых устройств, присоединение к сетям и потребление электроэнергии, которых в объеме составляет свыше 30 киловатт в час. Речь идет о лишении свободы на срок от 1 до 3 лет с конфискацией оборудования. Сейчас, согласно действующему законодательству, 300 киловатт, если потребление и выше уголовная статья, то по прибытию наших сотрудников получается, что появляются на эти 300 киловатт несколько хозяевов. То есть они его разбивают, и, соответственно, получается, в уголовной статье здесь уже нет. То же самое будет и с 30 киловаттами. Хоть и 10 сделаешь, хоть один, все равно найдутся несколько хозяевов. Я считаю, что те люди, которые в этом непосредственно принимают участие в разработке этого, надо усмотреть конкретно, наверное, изъяты в отдельном помещении, чтобы именно привязать, сколько бы там человек не было, именно к точке, где это все происходит. Потому что в любом случае мы до уголовного дела не дойдем. Мы эту практику уже имеем. Одна из задач, которую нужно выполнить – увеличить собираемость за потребленную энергию. Задолжников абхазской энергетической компании немало, отметили на заседании. Гуманитарная электроэнергия, которая пользуются потребители, она не бесплатная, чтобы так было понятно, потому что мы точно понимаем, это для Республики Абхазия. Она гуманитарная, а для потребителей она, как по-прежнему, по тем же тарифам и реализуется, для того, чтобы получить эту задолженность и дальше восстанавливать энергосистему. Столько денег было отвлечено за оплату перетока, что мы еле-еле можем выплачивать декабрьские... Это и то я скажу с большим риском. К сожалению, не выплатили. А еще есть очень большие программы по Минздраву. Мы должны всем больницам российским, если кто-то, не дай бог, заболеет, мы даже человека не сможем отправить на лечение. Это все мы должны учитывать в своей работе. И Черноморэнерго, должники не могут быть вечные должники, надо какие-то вопросы решать с ними. Но если уже в конце концов, наверное, и правительство привлекать надо какой-то ответственности. Нужны опять какие-то правовые нормы, давайте решать. Не платит человек годами, но надо же как-то с ним бороться. Верных отключений 31 и 1 декабря в республике не будет. Гугу Савардания, Фатима Гергия, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатов в президенты Олега Барцыц. Членам инициативной группы выдали свидетельства о регистрации и подписные листы. Им необходимо собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей. На выборах 2019 года Олег Барцыц баллотировался кандидатом в вице-президенты в паре с кандидатом в президенты Олегом Аршпа. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатов в президенты от Гура Арзенба. Инициативную группу, в которую вошли 26 человек, возглавляет экс-депутат парламента Леонид Чамагуа. Также ЦИК Абхазии зарегистрировала Народную партию Абхазии. Съезд партии пройдет 26 декабря. Выдвижение кандидатов в президенты завершается 6 января. Досрочные выборы президента состоятся 15 февраля 2025 года. Депутаты Народного собрания Абхазии убедительно обращаются ко всем сторонам, затронутым трагическими событиями 19 декабря, с призывом сохранять благоразумие, проявить мудрость, сознательность и ответственность. Сейчас необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации и вовлечения все большего числа участников в неразрывный цикл междоусобной вражды и совершения противоправных действий с применением насилия или с угрозой его применения, говорится в обращении народных избирателей
избранников. Депутаты также обращаются к Совету старейшин с просьбой сконцентрироваться на выполнении посреднических функций для разрешения межродовых и межличностных конфликтов. Россия и Абхазия согласовали объемы беспошлинного вывоза нефтепродуктов из России для внутреннего потребления в Абхазии в 2025 году. Беспошлинные поставки нефтепродуктов будут осуществляться в следующих количествах. Бензин автомобильный с октановым числом менее 95-70 тысяч тонн. Бензин автомобильный с октановым числом 95, но менее 98-23 тысячи тонн. Дизельное топливо 30 тысяч тонн. Битум нефтяной 7 тысяч тонн. Пропан 2 тысячи тонн. Известный скульптор, автор ряда монументальных памятников в Абхазии Цира Ахва, художник, живописец, скульптор Нугзар Логуа, художник-реставратор Анзор Сакания стали лауреатами второго сезона международной премии «Звезда виртуоза» и награждены золотой медалью. Учредителями премии являются Международная академия современных искусств и Профессиональный союз художников России. Премия объединяет представителей 5 континентов из более 90 стран мира. Нугзар Логуа удостоен высшей награды премии «Звезда виртуоза» в номинации «Живопись» за картину «Разрушенная антика». Анзор Сакания в номинации «Арт-проект» за работу международный выставочный проект «Арт Коннект» участник. Цира Ахва удостоена награды в номинации «Монументальное искусство» за мемориальный памятник «Свобода Абхазии». Кроме того, Нугзар Логуа и Цира Ахва избраны в члены-корреспонденты Международной академии современных искусств, а Анзор Сакания избран почетным членом этой академии. Депутаты Сухумского городского собрания приняли в первом чтении проект бюджета столицы на 2025 год. Доходы бюджета прогнозируются в размере 2 миллиарда 79 миллионов рублей, расходы 2 миллиарда 121 миллион рублей. Дефицит 42 миллиона рублей. Депутаты проголосовали за увеличение социальных пособий в столице с 1 января нового года. Так, одинокие матери будут получать по 4 тысячи рублей за каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Многодетным семьям, в которых 5 и более детей, будут ежемесячно выплачивать по 3 тысячи рублей за каждого ребенка. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом детства в возрасте до 16 лет составит 4 тысячи рублей. Пособие по уходу за инвалидом детства первой группы также будет увеличено с 3 до 4 тысяч рублей. Пособие круглым сиротам до 18 лет увеличится в 2 раза и составит 6 тысяч рублей. Признав работу отдела градостроительного регулирования и архитектуры неудовлетворительной, Сухумское горсобрание выразило недоверие главному архитектору столицы Светлане Шаменковой. Глава администрации Беслан Эшба может согласиться либо не согласиться с этим решением. В случае, если горсобрание через 6 месяцев вновь выразит недоверие Шаменковой, Эшба будет обязан в течение 30 дней освободить ее от занимаемой должности. Продолжаем выпуск. Дарить детям праздничное настроение и веру в добро. Особенно в канун самого волшебного праздника, пожалуй, главное предназначение взрослых. Торгово-промышленная палата Абхазии уже много лет подряд организовывает для детей из многодетных и малообеспеченных семей праздничные мероприятия. На этот раз 50 детей из Очимчирского района и Очимчирской школы-интерната приехали в Сухум, чтобы окунуться в атмосферу праздника. Репортаж Лауры Капш. Новый год – это особенный праздник, который любят все. Он полон красок, загадочности, волшебства и эмоций. Каждый с нетерпением и трепетом ждет его приближения. А для детей это особенное время, когда они могут окунуться в мир сказки и веселья. Ждут прихода Деда Мороза, готовят письма и верят в исполнение их желаний. Ведь у каждого ребенка есть право на праздник, чтобы в их глазах всегда светился искренний свет счастья и надежды на чудеса. Миссию доброго Деда Мороза для 50 детишек из Очимчирского района и Очимчирской школы-интерната взяла на себя Торгово-промышленная палата Абхазии. Благотворительная акция «Наши дети» началась на площади Свободы. Не успев выйти из автобусов, дети сразу же побежали к елочке, начали рассматривать установленные здесь инсталляции, фотографироваться. Организовали вокруг елки дружный хоровод, радуясь встрече с праздником. Мне понравилась елка, мне понравилась игрушка Чебурашки, она очень красивая получилась. Все интересно, новогоднее настроение просто идеальное. На Новый год я пожелала там всякие пылки, игрушки, вот это вот все такое. Для
Ну, для учебы почти. Я первый раз участвую в этой акции, все мне понравилось. Это большой праздник, он мне очень нравится. Ты уже написал письмо Деду Морозу? Нет, но мое единственное желание, чтобы мама была со мной в Новый год. Как тебе сегодняшнее мероприятие? Как тебе елочка, разные инсталляции? Что тебе больше всего понравилось? Я думаю, елка. Ну хорошо, что друзья пришли. Ты любишь проводить время с друзьями, да? Да, но смотри, какие друзья. Как ты учился весь год? Как ты себя вел? Ну, вел себя средний, учился нормально тоже. От главной елки часть школьников отправилась в керамическую студию «Рама». Здесь для них был проведен мастер-класс. Детишкам показали и рассказали процесс изготовления продукции. Сегодня с мастерами будем проводить вам мастер-класс по ручной лепке, на котором вы сможете сделать либо тарелочки, либо чашечки. После того, как вы сделаете свое изделие, мы заберем его. Но мы заберем его не навсегда, мы заберем его на просушку, на глазировку. И после всех этих этапов вы получите уже через 2-3 недели готовую посуду, сделанную своими руками, с которой можно кушать, пить чай, все что угодно. А далее дети приступили к лепке изделий из глины своими руками. Им выдали фартуки, а также рабочие инструменты. Кто-то начал лепить кружку, кто-то блюдце в форме сердечка. Таким образом, детишки создали свои первые авторские работы и почувствовали себя настоящими мастерами. Вверх, вниз. Не сильно давим, аккуратненько. Можно также на другую сторону переворачивать, переворачивать, да, условно. Вот, и вверх, вниз, вверх. Для кого эта тарелка? Ты для себя делаешь или кому-то в подарок? Для себя. Для себя. А как эта тарелка будет выглядеть? Так. А вообще, как тебе процесс работы с глиной? Ты раньше работала? Нет. Нравится? Пока детишки осваивали искусство гончарного ремесла, остальная часть школьников отправилась в ресторан «Россини». Здесь дети познакомились с процессом изготовления пиццы и смогли приготовить блюда с различными начинками. Дома тоже готовлю. Сперва берем тесто, раскатываем, добавляем соус, потом сыр и пепперони. А кто тебя научил готовить? Мама. А ты любишь готовить, получается? Да. А помимо пиццы, что ты еще готовишь? Оливье, еще грибной. Пока кулинарные шедевры выпекались, юные пиццамейкеры, общаясь, узнавали друг друга, веселились, танцевали и подпевали знакомые слова из песен. После успешной дегустации своих блюд маленьким поварятам вручили дипломы. За участие в мастер-классе, за обучение. Награждается Сангулия Милана. Милана. Дайте Милане выписать диплом. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» – это уже традиция, которая проводится на протяжении многих лет. Программа каждый год меняется и становится все более интересной. Благотворительная акция «Наши дети» на протяжении многих лет дарит детям сказку в преддверии Нового года. Торгово-промышленная палата ежегодно организовывает данную акцию для детей из разных районов нашей республики. В этом году было принято решение пригласить детей из Ачимчирской школы-интерната. Для ребятишек подготовлена очень насыщенная, увлекательная программа. Это посещение детского центра, посещение мастер-класса в студии керамики, посещение кулинарного мастер-класса и многое другое. Мы надеемся, что в преддверии Нового года мы подарим детишкам то незабываемое ощущение праздника и волшебства, которое будет хранить их весь год. Далее дети отправились в детский развлекательный центр «Мамбо». Здесь для них был организован настоящий праздник с аниматорами. Детишки вкусно пообедали и перешли к развлечениям. Игры, конкурсы, веселье, танцы, песни, стихи. Одним словом, они смогли пошалить, побегать и порезвиться. Отлично, поддержим аплодисментами!
по полю побелела, точно пеленою все его дело. Конечно же, с наступающим праздником школьников пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Детишкам вручили новогодние подарки. Этот день, несомненно, останется в памяти детей как один из самых ярких и волшебных. Акция, организованная сотрудниками ТПП Абхазии, еще раз подтверждает, что нет своих и чужих детей. Ведь от нас, от взрослых, зависит, насколько часто на лицах этих ребятишек будет появляться улыбка. Лаура Капш, Рамо Камке, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 26 декабря, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.